Идите, а кто это? Виновны, кто остановились! Чего вы ходите здесь? Не хочешь, не говори! Трусы! Не говори! Трусы! Смотри, я Sayın, Mayaka Şerovski, ötkaç mı yapayım? Aldıra çıkma göre. Ötme var. Ayet açıyor. Bak, patates olanı zaman mı? Dur. Patates olanı kalmakla var. имеете право. Куда ведете? Не имеете права. Нет, вас не имеете права. Не имеете права. Влад, оставьте меня, говорю, не имеете права. Подожди. Маша, нет! Насилие делайте! Адамдарды кармап атышат. Они задерживают не Еще тех. они силы применяют. Они силу применяют. Они задерживают не тех. Вон там, вон нарушители, они там. Приколошники Маска. били, но Они, ничего им не сделали. они нас толкнули, они нас материли, они нас били. А кого они задерживают? Они задерживают не тех. Gel, сөйлейсің? Не себептен қыздарды асып Не себеп қыздарды не қашырдыңдар? Трус, материться Қаштыңа, мына қашты. Трусы! Начали избивать девушек только что. Вот они убежали вон туда. Снимите колпаки, потому что вы не патриоты! Милиционеры абсолютно никак не реагировали на происходящее. Ни одного задержанного в колпаках нету. В том-то и дело. Самое удивительное. Просто так задерживают. Они не задерживают ничего. Журналист, защитите меня. Выталкивают меня. Нет, насилие есть! Маша, нет, насилие есть! Насилие есть! Маша, нет! Насилие нет! Маша, нет, насилия есть! Маша, нет, насилия есть! Маша, нет, насилия есть! Самое смешное, что милиционеры ни одного задержанного в колпаках. То есть люди, которые разогнали этот митинг и устроили провокацию, никто из них не задержан. Маша, нет, насилие есть! Позор! 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 Нет, кошелек при чем здесь? Я не хочу с вами спорить. Мен журналистім қармап кетші, ошон үчүн келбедим бе? Жоқ, бияқа тартқан болот әкесі, жүріңіз. Неге? Вы совершаете преступление. Вы меня воспрепятствуете войти в здание Свердловского РОВД. Вы имеете право меня снимать? Да, я имею право фиксировать преступление. Я как гражданин Кыргызской республики, да, во-первых, я против того, что вы меня Хорошо, снимаете. хорошо. Уберите камеру. Не уберу Камеру камеру. уберите. Не уберу.
Покажите ваше удостоверение, что вы являетесь сотрудником милиции. В развернутом виде, без посторонних предметов. Сейчас же есть тот... Здесь вы ко мне позвонили. Я к вам пришел. Я пришел, вы пропустите меня. Мои клиенты там. Указания будут. Мои клиенты там. Я адвокат. Я вам удостоверение показал, да? Адвокатское Во-первых, удостоверение. я вам сказал еще раз. Просто вы свою работу делаете. Почему нам им не информацию дают воду? Конечно, не Почему пытайтесь. не дают воду? Почему Не, им их сейчас стрелять выпустят, сейчас их выпустят. Их никто не задержал, никто... А что это? Как это называется? Адвокаттар, пресса, не, адвокаттар здесь пошла. Адвокат пришел, Ушналиев. Пропустите меня. Вот, журналистерді қойыр бейсіңер бейшіне. Давай, погоняй, Здесь, на территории города. Теперь мы не будем проводить марши на территории города. Они наши права выкинули на свалку. И мы теперь на свалке, наверное, будем стоять и говорить о том, что все права были попраны и выплюнуты на свалку. У нас, получается, когда мы снимали этот митинг или мирное собрание, за 5 минут до этого подошла группа агрессивно настроенных мужчин в колпаках, в масках. И вот я просто журналист, я выполняла свою работу, снимала на камеру. И в какой-то момент один из мужчин, он выхватил мой телефон и разбил о землю. Вот эти участницы, когда они подходили, они уже говорили, что там по периметру, вот везде, возле площади, стояли парни все в колпаках. Они все стояли, и они уже опасались, девушки и участницы, они уже опасались, что будут какие-то провокации. Эта провокация случилась еще пока марш не начался, и милиция сразу начала задерживать не провокаторов, не тех, кто нападал, парней, а начали задерживать всех девушек. Потом, когда я приехала сюда и стояла вместе с другими вот здесь возле ворот, чтобы узнать, что там происходит, никого не пустили даже журналистку, сказали, нельзя сюда заходить. Но пришли парни в колпаках, их всех спокойно сюда запустили. Нет, там Вас задержали в итоге, вы оказались в там автобусе? только девушки, женщины. Позор милиции! Позор милиции! Позор милиции! Позор милиции! Позор милиции! Позор милиции! Мы против насилия! Мы против насилия! Мы против насилия! Мы против насилия! Я практически даже до памятника не успела дойти, потому что пришла практически вовремя, ровно в 12, и увидела, что уже ребята куда-то убегали. Я начала просто собирать с пола транспаранты, футболки, которые были раскиданы. И буквально не прошло даже 1 минуты, и тоже была практически оккупирована нашей доблестной милицией и посажена в автобус. Я, видимо, первая из всех, кого выпустили из Свердловского РОВД. То, что там происходило, ну, по сути, всех задержанных держали в одном тесном помещении. Сначала, короче, нас всех погрузили в эти автобусы, нас привезли на парковку, запихивали нас, естественно, с применением силы. Помимо обычных гражданок, которые участвовали в марше, там есть также журналисты, мои коллеги. Несмотря на то, что нападавшие были, ну, другой стороной, здесь никого из них нет. То есть никого из нападавших, тех, кто были в масках, те, кто носили там капюшоны, из них никого здесь нет. Они говорят, что они их задержали, но где, лично я вот не видела. Далее, нам очень долго не передавали воду. Несмотря на то, что ее принесли, милиционеры запрещали ее нам передать. Нам ее передали уже, когда мы зашли внутрь, ну, точнее, когда нас заставили войти внутрь. Ну, большинство находится в общем зале, у них есть актовый зал, и они находятся там. Часть из них там в сопровождении милиции разрешают отойти в туалет, но когда я выходила непосредственно уже вот здесь вот на пропускном пункте, я увидела одну из организаторок марша и одну адвокатессу, которая стояла с ней, и я не понимаю, что у них там происходит отдельно, потому что они обе заплаканы, то есть они их держат не в общем зале, а только вдвоем, и непонятно зачем. Милиция хочет Свердловского РОВД всех посадить на акты как неповиновение властям в связи с тем, что мы якобы несанкционированно вышли на митинг. Понятно? И сейчас порядком 20 человек находятся в кабинетах там, в отдельных.
По отдельным кабинетам растащили. Да. У Махинур сломали паспорт. Вообще без В адвоката, смысле, без что за ничего. паспорт? Расскажите, пожалуйста. Одной активистки, значит, ее вывели на допрос, сломали ей паспорт, она об этом написала в чате кому-то, мы это видели. И она сейчас до сих пор, насколько я не знаю, как ее зовут, я не знаю, Махира ее зовут, она до сих пор внутри, мы не знаем, где она. Люди, да, милиционеры порвали паспорт, они его сломали. И получается, что люди по одному куда-то пропадали, они вот так вот подходили, какие-то люди вообще, они были в штатском, то есть они были в гражданской одежде, они подходили по одному и хотели вывести типа на разговор личный. Вот, и вот такие были случаи. Нам ни разу не сказали основания задержания, вообще ни разу никто ничего такого не сказал. Это означает, что мы можем просто взять и выйти, но нас никто не выпускал. На нас смотрели как на клоунов, с нами общались как со стадом баранов, с нами не как с гражданами общались. Это была воспитательная деятельность омбудсмана Кыргызской республики. Вот что инспектором сотрудника отдела аппарата омбудсмена и помощником омбудсмена Кыргызской республики составлен настоящий акт о воспитательной деятельности во время срочного мониторинга УВД Свердловского района города Бишкек. Сотрудники УВД не пропустили нас на контрольно-пропускном пункте УВД, не объяснив причины. Акт составлен у входа в 14:33, ну и роспись. То есть если это так будет направлен в Генеральный прокурор для оценки и дачи юридической оценки. Вас за то, что вас не пропустили, вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру. Там какие-то последствия правовые для сотрудников милиции будут после этого? Я думаю, будет проведена служебная проверка и будут приняты административные меры в отношении сотрудников, которые не пропустили. Вас как зовут? Меня Батыр Ботобеков. Батыр Ботобеков. Ботобеков, вы сотрудник... Я не сотрудник, я помощник омбудсмена. А дальше? Пустите адвоката! Кыздарды жулкулдатып атышат. Кыздарды жулкулдатып. Кыздарды жулкулдатып.